Не могу, ребят, удержать Тулана. Рвется в бой. Идем на охоту. Я уже перевез вещи. Все в лодке, и Айда там уже прыгает. Рано не получилось выехать. И дождь был. Всю ночь дождь был. В 4 утра вставал. Но нифига не получилось. Сейчас уже 9 часов. Сейчас уже поедем, поплывем. И много снимать по ходу, наверное, не буду, потому что то начинает, то перестает дождь. В общем, остановимся на первой избе. Там немножко поговорим, что и как. Молодой, неугомонный. Бесится, блин. Айда-то спокойно сидит. 2 собаки. Вроде как поехали, ребят. Все. Вода прибыла где-то сантиметров 40, наверное, от летнего сна, в сравнении с летним уровнем. Более-менее. Надеюсь, легче будет плыть. Против течения идем. Все, поехали. Плывем потихоньку, ребят. Где-то половина пути проплыли уже до первой избы. Начинался дождь. Ну, как начну разговаривать, вон, смотри, этот неугомонный все время лает. Хорошо, что вода пришла. Легче плыть. Намного легче. Вот ты даешь, Тулан, блин. Голос побереги. Будет еще на кого лаять. Лодки кругом. И там лодка стоит. И ниже там охотники. Ягоды собирают там. Зарядчиком набегают. Айда спокойно себя ведет. Неугомонный, молодой, кобылёк. Так, остановились на первую избу. Собак отпустил. Пусть погуляют. Мне отсюда тоже с первой избы надо ведро взять. И вроде ничего больше. Вот смотри, бешеные. Так. Лодка лежит. Вроде никто еще не трогал. Пускай тут лежит. Будем спускаться. Уже с верхней избы, наверное, подниму уже, ну, до следующего сезона уже этим пользоваться не буду. Кто-то приходил. Так, влажная туалетная бумага. Но ничего себе. Влажная туалетная бумага. Влажная салфетка, я знаю, но влажная туалетная бумага. Первый раз такое вижу. Смотрите, солнце выглядывает. За час поездки, я сейчас где-то примерно минут 45-50, наверное, плыл сюда. И за это время уже так поменялась погода. А мусорка там что? Здесь, наверное, лисы тут. Лисы, наверное, здесь были. Потому что, смотрите, что творится тут. У меня все аккуратно было сложено, ну не сложено, ну в куче все. А здесь все разбросано, наверное, или лисы, или фиг знает. Кругом бумаги эти туалетные, блядь. Что за фигня тут? Не понимаю. Так, ну тут я знаю, кто сюда приезжали, они парились, вон, даже веником, вот таким, пихтовым веником они мылись. Это знакомые, но чтобы так эти салфетки раскидывать, это, наверное, или ветер, или же лисы тут. Обычно лисы еще такими делами занимаются.
все желто сейчас. Все желто, но уже на деревьях практически не остается листьев. Очень мало, где-то 50 на 50. 50, ну 70% уже выпало листьев. И где-то 30% осталось. Скоро уже все, это золото выпадет и пасмурно все становится. Лес пасмурный. Тулан бегает. Набегаются. Ох, как вы набегаетесь у меня еще. Вот так. Ну что, много стоять, сидеть здесь я не буду. Быстренько возьму ведро и поплывем дальше. 100 раз уже показывал, много походов было здесь у меня. Так что, кто первый раз, смотрите, листайте в плейлистах летние походы на первую избу. Все на моем канале вы увидите. А кто смотрит, не пропускает каждой серии, они уже все знают про эту избу, что и как. Ну, я время не буду тратить, потому что сейчас уже 10 часов времени, а нам надо еще плыть и плыть. Так что обычно я в 6 часов выезжаю, а сегодня получилось так, что я выехал в 9. Вот, уже заехали на таежную речку, плывем потихоньку. Ну, не спеша буду подниматься на средних оборотах, потому что вода не так еще большая. Как вы видите, завалы, буксуем. Еле проскочил, пока я с этой съемкой. Вот так. Ну все, потихоньку будем подниматься. Спешить невозможно. Но более-менее хоть немножко вода прибыла. И не так нагрузились. Бывает и больше груза набираю, поднимаю, а сегодня меньше. Айда там впереди сейчас стоит, сидит, лежит, все делает. Но возле меня к себе не подпускаю. Сейчас на первой избе останавливались, где-то она валялась, вон воняет, фиг знает чем, противно даже, аж подташнивает меня. Везде успевают собаки поваляться там и... Ну, это от блох, наверное, они ищут всякие вонючки. Пусть там и стоит. Все, к себе не подпущу. Но запах идет по всей тайге. Ну ладно, пока снимать не буду, наверное. Как вы видите, вода коряги, надо смотреть и рулить. То мотор поднимается, то винт, что-то, трава наматывается, все надо вычищать. Все надо успеть. Он опять затор. Везде следы выдры. Выдры, как всегда, очень много, потому что их не ловят. Все, короче, съемку пока заканчиваю. Смотрите. Проскочили. Опять туча собралась. Кругом туча, солнце спряталось. Пока перелетов через речку рябчиков ни одного не видел. О, блин. Следы пока тоже тишина. Но как увижу что-нибудь, сразу включусь, покажу, если кого-нибудь увидим. По большой реке, по Нившире, когда поднимался, там одна партия утки были, какие-то нырковые, по воде поднялись, и одна кряквая еще.
одну кряку еще видел. И все пока. Это летние старые, очень старые следы. Сейчас звери начинают уже, как сказать, осторожничать. Медведи, я имею в виду, они все равно жир набирают и осторожничают. Берлоги будут искать, где делать. Но это по ходу охоты я буду снимать все и рассказывать. А сейчас все, буду подниматься. Лось, ребята, лось тут, лось. Лось пробежал. Отчетливо видел. Сейчас, наверное, отпущу, пусть хоть след возьмут или нет. Не крупный был. Ай, да, тут трусишка. А тут, видно, сразу побежал за ним. Отпустил и все. Ищи, свищи его. Так интересно было, ребят. Вообще круто. Да, он тут кормился. Вон следы, вон. А это возле меня, она не уйдет. О, я слышу запах. Вот это чисто свежие. Вот только что тут кормился. 2,20 метров где-то высота. Ну, тулан молодец. Вон. Этот-то возле меня. Так прикольно было, интересно даже. Но заснять, конечно, не удастся. Я только задние эти видел. Но заднюю сторону, заднюю часть. Все, тулан ушел. Ничего, он резво так побежал за лосятиной. Не ожидал, ребята, не ожидал. Он тут топтался, ну, буквально. Сейчас вот, фу, а вонь здесь. От рябины. Он откормился тут. О, ребят. Я не обманываю, честное слово, видел его. А вот тулан не знаю потом как. Побежал. Даже позвать. Если позову, потом работать будет, нет. Ё-моё. Может, не надо было отпускать. Надо ведь нам подниматься. Куда он побежал, интересно. Вот тут тоже кормился. Одного я видел, а может вдвоем они были. Такой средний бычок, как будто годовалый, не крупный такой. Тулан-то у меня ушел. Но нюхтится жайда в ту сторону. Ох, дурак я, ребята. Туланчик-то, оказывается, зверевой пес растет. Он прям водурманился, как только услышал, но не учуял запах лося. Блин. В какую сторону побежали-то? Так, ребята, сейчас я выключу и примерно в сторону, куда могли они уйти, схожу, чтобы тулана найти. Ой, тулан. Молодой, блин. Может запутаться за... Блин, запомни, где моя лодка. Ладно, ребята.
Но тут они, видно, несколько дней уже. Несколько дней уже тут топтались. Там тоже кормежка. Ай, да не уйдет от меня. Да рядом. Тут тоже, ну это вчерашняя кормежка. Тулан куда-то убежал, ё-моё. Это вчерашняя. Куда же он ушел-то? Где-то с километра, наверное, от лодку отошел. Не могу понять, куда они ушли. Блин. Уже начал свистеть, кричать. Не отзывается паренек. Нафига от своей избушки так далеко? Я остановился. Тула! Так! Пусть бегают, нахрен они эти. Как будто здесь ручью тоже побежал. Вон след. Как будто по следу идем мы. Но без снега непонятно. Тула! А, блин. У меня дружок тоже собака была. Тоже нарвались на медвежье логово под елкой. Ну да, вот тут он. Как будто побежали. И собака от меня ушла, убежала. Тьфу, блядь, дорогу хоть обратно найти. Тула! Лак! Вот так. Доигрались. Не лает ничего, блин. Ай да-то. Ай да она. Не ожидал. Что-то чует тоже. Давай-ка за ней я пойду. Это совсем не то, это белки набегали. Хреново дело, вообще хреново. Фу, сейчас обратно в кладку схожу, разденусь и в другом направлении. А, блин, надо сходить. Собаку нельзя оставлять так. Вот, блин, а. Как же так? Тула! Ой, блин. Так, надо обратный путь найти. Молодой кобылек, блин. Может запутаться запросто. Вышел к речке. Но вообще ориентир я потерял. Где моя лодка? Вообще тут ельник такой. Ельник, и не помню я, где остановил. Оставил лодку. Тулан так и не вернулся у меня. Хреново дело, ребят. Вообще хреново. Не ожидал я такой реакции от Тулана. Сейчас ниже по течению схожу. Может там лодка у меня, может выше. Ой, хоть на речку вышли, то хорошо. Выше и ниже будем ходить. Найдем лодку. Навигатор потом надо взять.
раздеться и искать Тулана. Может, вышел и надо идти. Так. Ну тут совсем непонятно, куда я вышел вообще. Вот это да. Вот это поход у нас сегодня. Тулан! Если тут лодки нету, значит нам выше придется идти где-то на поворот. Ой, блядь. Так. Хорошо. Ё-моё, блядь. Точно тут нету. Неужели я ниже вышел? О, блин. Так, ладно, идем дальше. Что-то я с ориентиром вообще запутался. Солнце там, а почему там? Вообще не понимаю. Где какой ельник? А где же Тулан? Где же Тулан, а? Такого еще в моей охоте не было, чтобы поднимался и искал собаку. Так, ладно, где-то выше поднимемся метров 400, наверное. Должна быть там лодка. С ориентиром я вообще куда-то я не туда пошел.